Чемпионат по профессиональному мастерству «Обилимпикс» среди людей с инвалидностью впервые проходит в Якутске. Международное движение «Обилимпикс» уже много лет собирает профессионалов по всему миру и последние 2 года проводится в России. Якутия стала одним из первых регионов. Наш регион, Республика Саха-Якутия, в числе первых присоединилась тоже к этому движению. И в этом году мы проводим свой региональный чемпионат. Мы проводим по 5 компетенциям. Это поварское дело, это кондитерское дело, бухгалтера, портной и сетевое системное администрирование. Чемпионат проходил в течение 2 дней, и сегодня состоялся финал соревнований по компетенции портной и поварское искусство. В каждой компетенции задание рассчитано на 3-4 часа. В компетенции портной участники должны были сшить летнее платье по готовому крою. За мастерством участников следят сразу несколько экспертов. Задание у нас было изготовление женского летнего платья с усложняющими элементами, замком, с драпировками, с выточками, с рукавом игла. Попробовать свои силы пришли как студенты, так и практикующие специалисты. Людмила самая старшая среди участниц. Ей 29 лет, и принять участие решила от лица своей альма-матер Республиканского техникума-интерната медико-социальной поддержки инвалидов. Я шью платье. Я люблю шить каладай и вечерние наряды, форменные одежды. Самое любимое платье. По окончании они должны вывесить на манекенах готовые изделия. В конкурсе отсутствует творческая составляющая, только оценивается исполнительское мастерство, профессионализм. В соседнем здании практикующие повара и студенты готовят десерты. Вчера они готовили фаршированную курицу, а сегодня у них задание приготовить фруктовое желе. За 3 часа конкурсанты должны придумать свой собственный дизайн блюда, интересно его подать и соблюсти технологию приготовления. Времени оказалось более чем достаточно. Эксперты оценивают технологию приготовления, подачу, значит, оформление должно быть у всех разное, почерк другой, креативность оценивается. Ребята справились, мы рассчитывали на 3 часа, они за 1,5, за 2 часа уже блюда свои сделали. Я считаю необходимо проводить такие чемпионаты именно для ребят, инвалидов, да, чтобы они нашли свое место в обществе. Жаркой, борщ. Того? Хабилин. Вот это mana. Mana. Itu diharap ber. Terika diharap ber mana. Ada yang kawarin dia pun. До конкурс энханага kada 3 дуйнте ехне дукаем багарагам до. Да, kayak penuh бора. Среди конкурсантов был и представитель Верхневилюйского училища Владимир Андреев. Меня зовут Андреев Володя. Я из Верхневилюйска, учусь там в техникуме среди говорящих людей. Я первый раз приехал на этом конкурсе участвовать. Мне очень было интересно готовить. Но мне очень понравился этот конкурс, и хочу, чтобы дальше такие конкурсы были. Площадка оборудована всей необходимой техникой, инструментарием, инвентарем. Среди конкурсантов есть уже опытный участник, повар-кулинар ресторана Тотохана Аял. Он решил участвовать, как только узнал о конкурсе. Задания для него оказались не столь сложными, благодаря его опыту и мастерству. Но среди говорящих я один глухонемой. А есть еще другие глухонемые, работают с нами. Работаю там в мучном отделе и разные блюда готовлю. А вчера мне интересно было готовить фаршированные окорочка с гарниром, с брусничным соусом. Удивительно, но среди поваров оказалась всего одна представительница слабого пола. Но от своих конкурентов Кристина не отстает. Я учусь на 1-м курсе Республиканского техникума-интерната на повара. Люблю готовить разные блюда, но больше всего домашний суп и торты. В таком конкурсе участие принимаю впервые. Сегодня мы готовили десерт из фруктов и взбитых сливок. Думаю, у меня все получилось. По окончании чемпионата победители начнут готовиться к национальному этапу «Обилимпикс». Победители по 5 компетенциям будут представлять нашу Якутию в финале национального чемпионата, который пройдет 12-13 ноября в городе Москва. По информации организаторов чемпионата «Обилимпикс», уже со следующего года принять участие смогут не только студенты, но и школьники. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.